Так, мои дорогие, добрый день. Давид Халшин, снова с вами Лейла. И вы на канале Как-то так у Лейлы. Ой, упали копейки, которые были в кармане. Так, друзья, это тот же день, вы, наверное, поняли. Только что я сделала лепешки, раздала лепешки. Сейчас у меня заказ, второй заказ. Это голубцы в готовом виде, котлеты из индейки в готовом виде и перцы замороженные. Но замороженные они не будут, они будут свежие. Ну, заморозятся у них сами. Просто я их отправлю, а заморозят они сами. Так, вода у меня уже кипит. Кочерышку я вырезаю, даже, может быть, не то, что кочерышку. Но капуста небольшая, не буду. Именно кочерышку вырежу. Можно было вот так вот вырезать, да, побольше. Капуста такая не плотная, хорошая. Как раз для голубцов. Не люблю, когда капуста на голубцы такая плотная. Так, все. Как я сказала, все будем вас с вами готовить, можно сказать, в прямом эфире, онлайн. Но чтобы не было так длинно, конечно, я буду выключать камеру. Так, все. Теперь вот так вот этой вот стороной пока положим воду. Все, минутки 2-3 полежит, передадим. Так, я еще не поставила варить рис. Надо будет поставить варить рис. Килограмм фарша у меня вот стакан вот такого вот риса. Два стакана воды добавим и поставим вариться. Так, как варится. Такого готовность. Мне еще нужно фарш. Так, мясо надо оттуда принести. Так, друзья, вот такой вот кусок мяса. Я его утром Танзила привезла, как я сказала. Интересно, у меня салфетки будешь. Все из Так, сын пошел в магазин, надо будет ему позвонить, сказать, чтобы купил бумажные полотенца. Бумажные полотенца же есть, ладно. Так, сейчас немножко промокну, буду, времени нет, чтобы ждать. Я сейчас просто 1 килограмм прокручу. Фарш вот такой вот. Мясо, ну хорошо, на это хорошо. Не как бы и не вкусное, и не жирное мясо.
вытяжка очень шумит, друзья, но не вариант по-другому. Потому что если я открою дверь, заходят кошки. Так, мне нужно перевернуть капусту уже. Давайте я поближе покажу, может кому-нибудь будет интересно. Так. Вот эти вот верхние уже готовы, и мы их вынем. Если переварится, тоже нехорошо. Эти немножечко пожестче, они пока еще постоят. Так, это пока уберем, а это быстро пропустим через мясорубку. Так, и сразу же филе индейки прогрузим. Мне, наверное, полкило хватит. Остальное потом. Так, филе индейки у нас стоило, друзья, 340 рублей килограмм. Так, немножко просто сюда буду складывать. Пока мясорубку не поставила. Надо еще лук почистить. Сейчас почищу лук и снова подсоединюсь. Так, друзья, лук почистила. Это одна головка хватает, чтобы добавить к этим голубцам. А это на грудинку, на это. Каких? На котлеты из индейки. Так, это сюда, это лишняя луковица. Ну, это на зажарку. Так, сейчас у меня рис уже все.
Так, ну вот, все. Теперь начнем готовить фарш. Так, друзья, к сожалению, нет у меня батона. Ну, вот сольчика хлеба, я не знаю, тут сколько, примерно на глаз. Немножко размочу в воде, хотела сказать, в молочке. И добавим фарш из индейки. Все приберем. Может быть, и через мясорубку не надо его пропускать. Скорее всего, да. Я просто уберу мясорубку сейчас. Размоченный хлеб. Вот, стоит только открыть дверь, кастер здесь. Что ты хочешь? Зайти хочешь? Ну, зайди, я сейчас остановлю, перейдешь сюда, говори. Так, ну что, друзья, теперь будем готовить наши фарши. Так, ой. Значит, сюда чайную ложку соли, а сюда, наверное, только половинку. На килограмм фарша чайная ложка. Ну, а перец уже как-то на свое усмотрение. Красный и черный. Так, и немножко сюда. И сюда. Так, сюда, конечно, еще рис. Посуду пока собрала в раковине. Мыть некогда. Сейчас быстро все перемешаем. Так, нужно еще яйцо. Хотя сюда не нужно, сюда нужно яйцо. Голубцы и перца яйцо не нужно. Все, и пока я буду готовить капусту, пока буду готовить перцы, все эти вкусы переженятся. Фарш будет насыщенным, хорошим. Будем начинять. Все. Так, друзья, у меня немножко форс-мажор. Телефон переполнен, память переполнена. Пока удаляла, пока переводила. Короче говоря, немножко меня подвел телефон. Но за это время, пока переправляла кое-какие фотографии и съемки, я все-таки подготовку сделала. Лук, морковка и болгарский перец. Это у меня как бы подвеска будет. Закинула все сразу, потому что все равно водички тушить.
Ну, теперь. Я срезала. Так, закрою дверь, потому что рабочий. Наконец-то пришли мои рабочие. Срезала с капусты почерышки вот эти вот. Сейчас приготовлю. Очень много времени занял телефон у меня все-таки. Потому что у меня тут 3 съемки уже. И много других съемок, друзья, которые, ну, для домашнего. Хотела перекинуть на другой телефон. Так, надо мне весы. Так, вы мне говорили, что тогда у меня весы стояли не на ровном месте. Сейчас поставим их на ровном месте. Ну, вы, наверное, их не видите. У меня не получится сейчас, чтобы их вы видели. Сейчас я положу туда кулечек. Так. Ну, мне мои рабочие сказали, если нужно отвезти заказ, то они отвезут. Этот заказ везти недалеко. Успею. В соседнем селе только. Поэтому успею. Так. Ну, где-то я 65, вот 70 грамм получился. Так, видите, наверное, да? Вот так вот заворачивается. Так. Ну, можно отбить, где такая жесткая вот эта вот часть. Ну, я срезала. Ну, а так капуста очень такая, знаете, рыхлая такая была. Как раз для голубцов. Ну, по-моему, где-то 8-9 голубцов получается килограмм. Посмотрим. Просто съемки длинные и срываются. Хотя и память у меня неплохая в телефоне. Память. Но много съемок, как я сказала. Уже 3-я съемка идет. Не удаляла я ее. У нас, к сожалению, нет компьютера и ноутбука. Надо покупать тоже. Так, здесь уже листок большой. И почерышка жесткая. Так.
545 грамм. Придется немножко еще одну положить. Кило 40. Так, пока греется сковорода для котлет, быстро нафарширую перчики. Не знаю, сколько перчиков войдет. Килограмм. Так, тебе надо будет сходить в магазин. У меня нет яиц для следующего заказа. Я забыла тебе сказать. Телефон твой я временно конфисковала. Можешь быть свободен. Иди. Придешь, как раз я, наверное, съемку и закончу. Так. Ну, я вот так, как видите, вынула сердцевину. Промыла сначала, конечно. Перцы не половинками, а целыми фаршировать. И вот так вот. Постаралась найти более одинаковые размеры. Кило 100. Пусть будет, походу. Так. Это я сюда делаю потом. Для дома уже. Ну, в смысле, может быть, как раз на обед перчики себе сделаем с остатком. Шумно, мои рабочие шумят, но закрыть дверь мне жарко. У нас очень жарко, друзья. На улице я имею в виду. Так, все. Сейчас мы приготовим контейнеры. Заморозят они их сами. Так вот. Теперь просто для красоты морковку положу туда, рифленым ножом вырежу. Ну, это просто, знаете, для украшения, для съемок только. Свежая зелень, конечно, здесь в полуфабрикатах не очень-то нужна.
Но нам же еще и снимать. Красиво надо, да? Как вы думаете, красиво? Так, вот так вот. Все, а теперь уже котлеты наши будем готовить. Так, сейчас переставлю камеру. Так, немного будет шумно, но вытяжка просто необходима. Я взвесила котлеты, они у меня по 110 грамм каждая. Теперь вот так вот придадим форму. Тесто видно моете? Нет, не видно. Обваливаю вот так вот в сухарях. Сегодня немного тяжеловато. День вода не идет, как назло. Посуды столько собралось. Собрала в отдельный таз, пока не успеваю их мыть. Между заказами выпила чаю просто. Но маму накормила. А сын себе купил супчики. Поел супчики. Так, ну пока подождем. Посмотрим первый блин. Спеку и посмотрю, как получится. Так. Так, выключаю. Так, сейчас быстро
Справимся с голубцами. Ну вот, друзья. Так, ну вот, друзья, заказ мой. Второй заказ готов. Это 6 котлет из индейки, голубцы в такой подливе и полуфабрикаты, перцы фаршированные.